Моя предыстория другая. Я с Иссыкуля, город Чолпан-Ата. Нурсель, сколько вы потратили денег, чтобы открыть этот ресторан? Я считаю, что за 10-11 месяцев любой бизнес сразу не приносит. Кто здесь клиент? Кыргызы или американцы? И что, точки тоже проводят? Всем привет! Мы находимся в Сан-Франциско, в ресторане Нурсель Кузин. В гостях, как ни странно, у Нурсель. Здравствуйте, добро пожаловать. Приветствую, Нурсель. Вы являетесь хозяйкой данного ресторана. Да, я владелец ресторана, единственного, хочу заметить, кыргызского ресторана в Сан-Франциско, в Бэй-Эрии. Сколько лет уже работает? Уже больше 3 лет, но до этого у нас я работала в моле, в фудкорте. Почти год, у меня история есть до открытия этого ресторана. Угу. Вы в фудкорте в Сан-Франциско работаете? Да. Ага, там быстрое питание, да? Как бы должно было быть, но вы же знаете, что кыргызская, русская еда, наша еда требует особого внимания. Там совершенно другая подготовка. Например, наши соседи все замороженное, примороженное привозят, а мы там все сами делаем. Соответственно, и плов, не и манты, да. Не подходит. Ну, не подходит, знаете, а по-другому нельзя, потому что у нас нету полуфабрикатов готовых что-то сделать. Половина взял замороженное, половина сделал, сам почистил, сам сварил. Нет, такого нет. Все равно 100% в нашей кухне задействуются люди. У нас ничего нету покупного, замороженного. И это без разницы, это фудкорт или ресторан, требует такого же внимания, такого же труда. Понятно. А почему тогда переехали с фудкорта в отдельно стоящее здание? Фудкорт, во-первых, был не моим, до ковида открыл кыргыз парень, и, наверное, из-за занятости он решил продать, но на тот момент у меня денег не было, и я им привозила медовик, торт. И просто в разговоре с женой они говорят, мы хотим продать. Я говорю, у меня таких денег нет. То, что я слышала, сколько они хотят. Они говорят, мы рассматриваем любые варианты. И сколько они хотели? Я слышала 150 тысяч. При этом оборудование там было на 150 тысяч, вряд ли? Не оборудование. Вообще это был павильон, даже не с кухней. Это отдельный стоящий павильон. Например, если в фудкортах были там кухня оборудованная, в зоне, даже этого не было. в зоне фудкорта, а это отдельный стоящий павильон был. Как Starbucks ставят, там, не знаю, какие-то мороженки ставят. По-моему, он больше потратился на то, чтобы поставить это все, провести то, что не было. С пустого места поставить. И это сумма, насколько он инвестировал туда. Окей, так, 150 тысяч долларов. Вы что им предложили? Я сказала, я слышала, что вы собираетесь продать. Они говорят, мы разные варианты рассматриваем. В принципе, и субаренду. Я говорю, аренда звучит уже заманчиво. Я говорю, а когда я могу договориться? Она сказала, говорит, поговорите с мужем. И буквально мы на следующий день с ее мужем встретились. Он спрашивает, когда ты готова? Я говорю, хоть в понедельник. И получается, я уже с понедельника была там. Классно. Это в период до ковида. Понятно. А во время ковида все закрылось, и вы и вышли из этого бизнеса, так? Очень все в моей жизни благополучно происходит, что прям до шатдауна, до закрытия, за 20 дней, по-моему, он нашел клиентов. И продал. Думала, там чуть протянуть, не протянуть, везде же время нужно, чтобы собраться, тем более на тот момент муж, я,
общий бизнес был, наш доход. И в стрессовой ситуации можно было, наверное, договориться еще пару месяцев, но я так подумала, уже февраль. Да, вот такой же период был. Я говорю, февраль, мертвый сезон. В принципе, если я сейчас выйду, останусь при деньгах. Если не выйду, ну, все равно, знаете, по мне, ты знаешь, что у тебя последний день, ну, все равно. И зачем оттягивать, как бы, лучше повеситься сейчас, чем протягивать, ну, в ожидании. По-любому, да, у тебя есть, ну, как бы срок, время, и может на месяц протянуло. А потом пандемия вообще. Да, и буквально через 20 дней пандемии, представляете? Ну, вообще. Да. И вы такие, фу, слава богу, я вышла. Да, и во время пандемии, из-за того, что я, ну, как бы, какие-то деньги были жить, ну, если слышали, в Америке у нас все на счетах, да? А хочешь, не хочешь, всегда не как в Кыргызстане, ты захотел, там, месяц поработал, потом месяц или год можешь пролежать, потому что есть родственники. Не знаю, у нас чуть-чуть расслаблено. Здесь система другая. Здесь все на счетах. Там, начиная от страховки, заканчивая арендой, со всего, ну, миллион счетов, то, что тебе нельзя останавливаться. Но на тот момент я решила, что 2 месяца, ну, пока я не соберусь и не придет какая-то идея, не буду ничего начинать. Ну, я говорю, просто заслужила отдых, просто ничего не буду делать, полежу. И весь мир вместе с вами отдохнул. Ну все хорошо. Вот скажите, за этот год вы там сколько заработали? Я в цифрах не скажу, но... Ну постарайтесь как-то. Вы же год там не просто так аренду платили. Ну просто, знаете, аренда очень высокая была. Сколько? Я ему платила 9 тысяч. Да, $9 тысяч. Это, ну, даже по нынешним деньгам, после инфляции, это тоже сейчас хорошие деньги. Конечно. Это тогда, представьте, в 2019 году это другие деньги были. Но я не побоялась взять такую ответственность. И самое главное было в первые месяцы взять, ну, как бы аренду закрывать. У меня получилось с первого месяца закрывать, как бы в минус не уходить, и свои билы, счета закрывать. Но так случилось, что клиенты стали уже в очередь стоять, уже постоянный доход должен был приходить. Получилось, что мы закрылись. То есть я правильно понял, что вы, как бы, если в целом посчитать, вы там не заработали? Я считаю, что за 10-11 месяцев любой бизнес сразу не приносит. Вы знаете, что как предприниматель, что бизнес окупается где-то 2-3 года. Все равно. То есть вы в минус проработали? Ну, в минус не. Вот именно, что я в этом плюс вижу, что я в минус не уходила. Как бы наши расходы с мужем, с детьми, все окупалось. Мы закрывали. Помимо аренды, что там, ну, как бы, знаете, другие расходы для бизнеса. Тогда получается, бизнес вам все-таки прибыль генерил. Просто вы эту прибыль тратили на свои базовые потребности. Да. Значит, это где-то сверху 5 000 вы точно имели? Минимум, да. Ну все, значит, прибыльно. Что-то, Нурсель, вводите меня в заблуждение. Я не люблю, не знаю, я вот много с кем общаюсь с бизнесом и вообще с кыргызами, могу сказать. У нас тенденция все в объеме говорить. Мы никогда не вычитываем расходы, мы не вычитываем наше время, мы не вычитываем здесь. И просто говорят, ой, я там за 200 тысяч взял оффер. Ну, как бы куда-то устраивается. Но там есть налоги 30%, если не семейный человек. Там много всего. И в конце там оказывается, ну, может, 150, 140, ну, даже меньше. Бывают после расходов, смотря человек где живет, какой образ жизни ведет и сколько в семье человек, от этого тоже зависит. А мы любим вот обобщенно, красиво говорить, что по мне кажется, что в глазах нашего общества, родственников, не знаю, друзей,
показаться успешными. Вы знаете, Нурсель, я провел где-то, наверное, уже больше 150 передач, и в основном, наоборот, занижают, а те, кто вот рассказывает большие какие-то огромные цифры, они преследуют какие-то другие цели, и не чтобы среди родственников, да, там показаться, а возможно, не знаю, какой-нибудь курс запилить, наставничество, еще что-то. Ну может быть. Да, поэтому все хорошо. Давайте про вот это кафе. Нурсель Кузин. Вы там отработали, ваш арендодатель продал бизнес, начинается пандемия. И в пандемию меня обратно выстрелило. Все, что не делается в жизни, все делается к лучшему. Так, что выстрелило? Расскажите, я вообще не могу представить, что может Из-за того, произойти что хорошо. все закрылось, Так. никто же это не переживал. Наше поколение, взрослое поколение, это вот столетие было, когда вот такая пандемия была. И для всех новое было, для всех неожиданно. И все равно... Особенно, когда ты сидишь дома, вы знаете, мы начинаем заедать зимой. Никуда не пойдешь, не погуляешь, да? Ты дома сидишь, вкусно хочется покушать. Вкусно, я там наел нормально так дома килограмм. Когда еще мы в стрессе, да, знаете, мы любим через желудок удовлетворять себя. И представьте, в пандемию тебе ничего нельзя, вообще ничего нельзя, там, встречаться, ходить куда-то. И люди не особо парились про, наверное, внешний вид, там, маникюры, педикюры, особо. Но людям не хватало качественной еды. А вы как им могли придать? Я стала, из-за того, что я там отработала и какая-то клиентура была, я просто пост написала в группах, что я такая-то такая, но если вы помните, из-за ковида все закрыты, но если есть желание, пожалуйста, я могу для вас готовить. Я вот здесь так не работала, просыпалась в 5 часов утра до 10, я просто уже в 10 говорила, все. Утра или вечера? С 5 утра до 10 вечера. Ого! 15 часов. Да, было время, что я сутками работала. У себя дома на кухне? Да. Потому что, знаете, это для меня не новое. Я же перед тем, как в молл выйти, тоже на кухне работала у себя. На кухне начинала, на дому. Здесь, в Америке? Да. Но для этого еще предыстория, то, что не просто домохозяйка решила дома готовить, и там у нее получилось. Возможно, есть такие истории, но моя предыстория другая. Я с Иссыкуля, город Чолпан-Ата, и знаете, мы акцентированы на туристов. Да. У моих родителей был в Голубом Иссыкуле летнее кафе. Я, получается, 16 лет уже натренирована. Я на кухне работали. Да, на кухне. Я была всем администратором. Особенно, знаете, наших по ответственности. Сегодня есть повар, завтра нету. Завтра есть посудомоечница, сегодня нету. В общем, затыкали дыры. Да, ты настолько универсальный человек, что умеешь все. И тем более мне очень самой близко готовить. Я люблю вкусно кушать. По мне видно. Нормально все. И из-за страсти, наверное, готовки и, может быть, своей смышленности я переняла опыт. В 2011 году сестра решила инвестировать деньги, давайте сейчас красиво скажем, раньше такого не было, инвестировать. Сколько? 30 тысяч, по-моему, долларов в 2011 году она дала деньги, чтобы открыть кафе уже в Бишкеке, чтобы мы с ней только были, без родителей. Я так сепарировались. Понимаю, аренда, да? Да, аренда была. Открыли, но это был вообще совершенно новый опыт для меня, потому что когда ты при родителях работаешь, многие вещи родители закрывают. Обустройство, там, не знаю, налоги, инспекции, да. А здесь я одна столкнулась со всем этим, все прошла, без никаких взяток или, прямо все на курсы ходила пожарной инспекции. Все как положено. Отлично. Проходила. И налоговую сама проходила. Я считаю, что этот опыт мне дал
дальше пойти, не на кухне, на своей оставаться. А администратором, как бы уже владельцем ресторана. Да, потому что ты знаешь, как кухня работает, ты знаешь операционку, ты знаешь бумажные работы. Сколько лет просуществовало кафе в Бишкеке и какой итог в конце? Заработали, не заработали, минус, плюс? По-моему, 5-6 месяцев, потому что после открытия через 2-3 месяца на тот момент мой парень, муж, переехал сюда, уехал. Я молодая, гормоны, говорю, за любимым. Да. И буквально на тот момент я просто не видела ничего, ну, кроме него. Я чувствовала, что я знала, что у нас должна быть семья, должно случиться счастье. И я просто решила уехать. Бросили? Да, получается. А сестра потом не увидела, как бы она говорит, она с Дубая переехала, должна была переехать, полностью уже переехала. Мы должны были творить, да, бизнес вместе. Она же не участвовала в этой, как открыть, ну, все же на мне было. Она говорит, ну, я не вижу смысла. И просто после меня, по-моему, через 2-3 месяца они закрылись, и все. Грустно. А когда вы управляли, там был плюс? Окупалось кафе? Успели вы? Не совсем. Это было очень быстро. И локация, это же мой первый опыт самостоятельный. Я не учла локацию, не учла, что въезд, выезд для машин, как бы парковочных мест не было. Не густо заселенный район. Ну, в общем, это мой опыт. Можно сказать, что он был такой неудачный? Да. Из-за этого неудачного опыта, когда я переехала в Америку, я закрыла в себе, уже приняла решение, что из меня бизнес-вумен или там, не знаю, повар, вот эта кухня вообще, ну, это не мое, я вообще неудачница. Я полностью закрыла про еду, про ресторан, все. Так, и сколько лет так было в Америке? 6-7 лет. Даже мы жили в Лос-Анджелесе на тот момент. Я исключительно готовила, ну, все время потребность была что-то делать, и я всегда приглашала гостей. Я для гостей, для родственников, для друзей готовила много, но никогда не зацикливалась, чтобы что-то там за деньги. Ну, мы поженились. В каком году вы переехали сюда? В 2011. Значит, до 2018 года вы, можно сказать, были домохозяйкой и готовили только для друзей бескорыстно. Бескорыстно. Ну, знаете, в этот период у меня 2 детей. Да, это декрет, особенно в Америке. Я не знаю, извините, что я говорю все особенно, но здесь мы одни. Там родственников нет, близких друзей нет, ты не можешь ребенка подкинуть, там, не знаю, закинуть или общаться. Здесь все равно ты должен предупредить друга, либо вот как бы договариваться. Заранее планировать. Да. Я слышал, здесь закон, вообще нельзя детей до 12 лет без присмотра оставлять. Да, это правда. И декретный отпуск, назовем, у меня продлился 5-6 лет. Как бы, я не помню вот этот отрезок времени, 5 лет, наверное, не помню. Ну, как бы оно в быту, в рутине, да. И ты про себя, я забыла. У меня вес очень большой был, потому что, наверное, я не удовлетворена была своей жизнью. Мне вот со 2-й беременностью сказали, что диабет. Это все потом начало меня сподвигать на то, чтобы я задумалась, я говорю, мне всего лишь даже 30 не было. Говорю, 28 лет, я про диабет, и вот про эти болезни почитала, говорю, ну, не рано умирать. И вот с этими, с 2 что делать? Как бы, когда я осознала, что я себя закапываю, ну, сама, мне же никто в рот ничего не сует, я сама все делаю. И начала уже потихоньку над собой работать. Спортом заниматься, правильно питаться. От этого постепенно. У меня вообще Инстаграма до этого
с 17-18 года Инстаграма вообще не было. И сестра мне начала говорить, подпишись, просто тебе не надо фотографии выставлять, там что-то писать. Просто там много информации, ну, про здоровый образ жизни, там, про какие-то вещи. И я когда подписалась, уже действительно про спорт начала, про питание смотреть. И параллельно, я не помню, мне там или не там, но начала думать, кто я, что я. Ну, вообще, вот я же говорю, у меня отрезок жизни вообще выбыл 5 лет. Я не помню себя. Порой было, что на мысли себя ловила, что ой, побыстрее постареть, там, не знаю, субсидированное жилье взять и в общем, ничего не делать. Ну, настолько, оказывается, у меня депрессия была, я же не знаю. Хотя я в жизни всегда была жизнерадостная, подвижная, вот, ну, как сейчас, всегда вижу плюсы во всем, не отчаиваюсь. А на тот момент просто как бы, чтоб еда была, не знаю, и постареть, ну, чтобы бесплатно жить. Ну, мне 28 лет, да. И вот такие мысли, я думаю, стой, а что с тобой стало? Сейчас я как была, пришла в себя по энергии, по движению, по всему, какой я была до замужества, до детей. На тот момент, да, это страшно было. Но когда начала уже постепенно над собой работать, и постепенно все возвратилось. Мы жили в Лос-Анджелесе, у меня сестра жила в Сакраменто, а друзья жили в Сан-Франциско. И когда я приехала в гости в Сакраменто, ну, от Сан-Франциско 2 часа. Она говорит, тебе что-то скучно? Ну, там действительно скучно, в Сакраменто. Она говорит, поедем, я тебя отвезу к друзьям. Вот машина, я с 2 детьми, у меня водительский стаж, может, 8 или год максимум. Я говорю, нет, я не поеду, как я поеду? Она говорит, я ничего не знаю. Я проезжаю мост. Знаете, такая красота. Вот мы вчера были в ресторане, да, вот в Бейбридже, а вот через этот мост я просто влюбилась. Я влюбилась в эту природу, я влюбилась в этот воздух. Знаете, с человеком иногда один раз встречаешься, и ты знаешь, как будто его 100 лет. А Сан-Франциско у меня тоже такое было, что я дома. Вот ощущение всего, что я дома. И вот прям все мне нравилось. Заезжаешь, леса, там, озера, океан, все, вот прям ощущение, что я на своем месте. Я буквально из машины, когда приехала к подруге, я мужу позвонила, говорю, мы переезжаем. Он говорит, с чего, как, зачем, почему? Я говорю, я просто интуитивно я сказала, все, переезжаем. И у нас планов не было, у нас накоплений денег не было, у нас ничего не было. И вы все равно переезжаете в 2018. Да, я уже сразу прикинула, я говорю, ничего, найдем, сделаем, и все. Я вот 30 дней нужно в квартиру, чтобы выехать, здесь надо ноты сдавать, заявление, что ты выходишь за 30 дней. Эти 30 дней для меня как год. Я каждый день думала, когда переедем. Ну что, ну вот вы переезжаете, что происходит, как вы начинаете зарабатывать деньги? Потом на тот момент муж говорит, а что мы будем делать? Ну, как бы, для всех известно, что в Сан-Франциско жизнь дорогая, намного. И я говорю, просто у меня это было. Я говорю, я же умею готовить. Если что, буду, наших парней из Кыргызстана было очень много на тот момент. Я говорю, для них могу готовить. Ну, как бы мы не умрем от голода, безденежья. Я вот прям настолько была уверена. И сразу этот момент не реализовала, но из-за того, что я на правильном пути была, как-то волею случая кому-то сделала, и вот так наши узнали, потом я в русскоязычной комьюнити стала объявления давать, и вот так узнавали. И вы начали на дому для кого-то готовить. Да. И сколько вы зарабатывали? Вот если вычесть затраты на продукты, там какие-то налоги, сколько оставалось? Ну, сначала, наверное, когда я просто так для себя делала, плюс 2000 на дому. В месяц? Да, сначала. Потом это оборот пошел, я до 5000 зарабатывала. Работая дома? Да. Вы что готовили? Все.
У меня не было что... Тортики. Тортики, плов, манты. У меня, знаете, девиз для клиента все услуги доступны. Нормально вот так, 5000 в месяц, серьезно. Я так понимаю, потом вы идете в молл, потом они продают, вы возвращаетесь, пандемия, ваш вот этот кейс домашнего приготовления вам помогает, и вы в пандемию начинаете зарабатывать еще больше. Сколько в месяц зарабатывали во время пандемии, работая из дома? Было время, что до 10 тысяч, 8-10 тысяч. Это, представляете... И это длилось сколько месяцев? До конца 2020 года? Или даже на 21? Я прям, наверное, плюс-минус 2 года. 2 года? Пандемия 2 года была, да? Ну, у нас в Кыргызстане она кончилась уже в 2020 году осенью. Потому что народу нужно было как-то... Я здесь 21 октября взяла, получается, 20-й, 21, ну, полтора, вот так. Полтора года. Да. Это был больше похож на кофешоп. Мы сидим в 3-м зале, а 2-го зала не было. Только вот ограничивалась первым залом. Ага. И я как крот открываю стены, иду дальше. Здесь наработали клиентов, надо расширяться, вы стеночку пробили, еще зал, еще зал. Потому что потребность была, я вижу, что люди хотят, ну здесь не собираются по 100 человек, но 30-40 была потребность. Окей. Сколько вложили Нурсель вот? В начале? В начале 200 тысяч. 200 тысяч долларов? Да. Прилично. Ну, это, скажу, сейчас 200 тысяч, так, слышится, ну, всего лишь 200 тысяч. Это именно до инфляции. Через 2-3 месяца уже инфляция, деньги стали обесцениваться. Ну, полтора... У вас все вовремя. Ушли из молла вовремя, пандемия вовремя. Знаете, здесь потому что я очень слушаю, как бы, прислушиваюсь к своей интуиции. Интуиция у вас мощная, Нурсель, я заметил. Так, 200 тысяч вложили. Это арендный бизнес, правильно? Да, это арендное здание. Сколько вы здесь платите? Вы фиксанули вашу стоимость? Арендную плату? Давайте не буду про арендную плату, потому что у меня специальная арендная плата только для меня. Даже во многих других штатах я вот посмотрела, хотела, сейчас рассматриваю в другом штате открыть. И я там посмотрела, говорю, у меня в Сан-Франциско намного, у меня специальная именно для меня цена. Теперь вы меня конкретно заинтересовали. Нурсель, что за цена? Сколько здесь square feet, окей? 2500. 2500 square feet, это примерно 4 юнита, да. Итак, сколько вы платите? У вас с 2021 года аренда не менялась? Меняется там маленький процент, очень маленький процент. Типа 2-3% или там как инфляция, да? Да. Я же говорю, у меня все получается, что для меня специально, потому что даже у соседей таких цен вообще по мере, в больших городах такой... А за что вы переживаете? У вас что, какой-то NDA подписан? Просто есть вещи, не знаю, это я не переживаю, а... Боитесь спугнуть удачу, что вам повысят аренду? Не думаю, что ваш арендодатель смотрит мой YouTube-канал и еще и говорит по-русски. Скажем, что даже не 9 тысяч. Не 9 тысяч. Представляете, я вот за маленький островок там 9 тысяч платила. А тут в 2 раза меньше. За уже 2500 square feet. Да. Меньше в 2 раза. И это... Да, там вообще же люди и по продаже, например, ты там продавала, я продавала, по-моему, сам $3, здесь мы по $8 продаем. Другие... Здесь аренда ниже, наценка выше, и еще и площадь больше, и паркинг есть. Я прям припарковался, там написано «Нурсель, Кузин». В жизни, оказывается, как ко мне подходят, говорят, сколько нужно денег, чтобы бизнес открыть. В принципе, я вот смотрю, деньги не самое важное. Чтобы была идея, и эта идея тебя реально мотивировала, ты загорался. Потому что когда
я ушла из мола, у меня денег таких не было, но я не переставала ходить по каким-то местам, смотреть, искать. Не отчаивались? Нет, у меня вообще не было, но я по этим ходила, как будто у меня деньги были, ну, как будто я сейчас собираюсь бизнес покупать. Вот на все локации, где выставлялся бизнес, не знаю... Ходили, смотрели, торговались, да, визуализировали, да? И от этого у меня реально четкая визуализация моего ресторана вышла. Ну, например, я ходила, говорю, ой, я вот так не хочу, я в этом городе не хочу, там много бомжов. Я не хочу, чтобы чего-то не было или что-то было. И как-то ходила, я уже точно знала, что я хочу, как должно быть. И я сюда, в этот бизнес попала, я приехала смотреть, у них фудтрак был. У хозяина фудтрак был. Я вообще за фудтраком приехала и посмотрел, вроде бы фудтрак классный был, в принципе, готова была купить, но он говорит, пойдем кофе выпьем, ну, в кафе поговорим. И мы даже с заднего входа зашли, я просто, когда зашла, ну, там ремонта, вот этого всего не было, ничего вот из того, что сейчас есть, нет. Но аура, я просто почувствовала, что обратно, что это мое. Чуйка, да? Да, что это мое. Круто. Окей. Я прям сразу говорю, а вы ресторан не продаете? Он говорит, уже продали. Говорит, где ты была вчера? Ну, мы вчера подписали контракт. Я говорю, давайте не будем говорить, где я была вчера. Я вот сегодня здесь. И про вчера, ну как бы про вчера. И что, он разорвал контракт? Представляете, да. Ну, я потому что я говорю, я не уйду. Ну, он же был русским. И я говорю, ну, мы же можем что-то сделать. А итальянцы купили, оказывается. Так. И мы начали риэлтора обзванивать. Он начал обзванивать, говорит, ну, у меня покупатель. Я говорю, я вам накину сверху. Он растерялся, говорит, накинешь? Ну, вот жадность, наверное, сыграла, не знаю. Он говорит, ну а сколько вы хотите? Он попросил 10 тысяч сверху. Он с ними, по-моему, за 130 договорился. Долларов, да, в месяц, ой, в год. Это он им в аренду сдал? За 130? Нет. Он это продал бизнес, помещение. Да, помещение. Не, бизнес. Здесь продается бизнес. Например, он оборудование поставил, ну вот это все, это как бы считается за счет. То есть он продал не помещение, а бизнес, да, внутри его помещения. Да. Окей, так. Мы там наколдовали. Я говорю, я знаю, что я в октябре буду здесь работать. Я говорю, я не уйду. Просто я сидела и говорю... Продайте мне ваше кафе, да? И вы заплатили больше, чем итальянцы, да. Он распрощался с ними, продал вам. Кстати, нелегко было, потому что здесь же, знаете, судебная система очень хорошо работает, ты на все можешь в суд обращаться. Они лоера наняли, хотели судиться с ним, но... Договорились? Нет, не договорились, у них... риэлтор, который им составлял контракт, короче, ошибка была в той стороне. Когда он взял вот этот хозяин лоера, он хороший, опытный лоер, говорит, вот здесь ошибка, еще деньги не перешли, если бы с их счета деньги ушли бы, тогда можно было даже не думать. А деньги не трогались, просто бумажка была. В общем, нашли какую-то лазейку, опять вам подфартило. Да, хотя мне, когда я искала бизнес-лоера, проконсультироваться, этот говорит, ты же знаешь Америку, вот девочка говорит, ты же знаешь в Америке, если подписали, это все нельзя. Я говорю, я знала, что там что-то есть. Понятно. И действительно, хороший лоер нашел, и никто ни на кого в суд не обращался. И это помещение перешло вам. Круто, интересно. Даже сама сказала, что в октябре я здесь буду работать. Видите, по воле случаю вот это все затянулось. Вот, бумажные дела, пока с ними разбирались. Я прям 1 октября получила ключи.
Понятно. Ну, теперь я понимаю, почему у вас хорошая аренда, потому что вы у хозяина выкупили бизнес, который был здесь, и Да. под это дело вы договорились сразу о какой-то такой специальной, как вы говорите, аренде для вас. Все, я теперь услышал. Сколько здесь сейчас посадочных мест? Около 100 или 80, наверное. Вот тут прям какое-то такое помещение с проектором, с какими-то такими... В общем, такое ощущение, что здесь можно банкеты проводить. Комната была организована именно для банкетов. И что, тут тойчики тоже проводят? Да, у нас пару кыргызских свадьб было. У нас часто бывают дни рождения. Такие То есть они прям закрывают это помещение и... Да. Сколько примерно у вас в неделю вот таких вот банкетов, назовем? Знаете, вот в этом году, может, у людей кризис, не знаю, с чем это связано. Первый-второй год банкетов очень много было. Вот. Особенно после Нового года, вот январь-февраль, очень часто люди банкеты делали. В этом году меньше относительно, потому что не каждые выходные забиваются, но относительно так нормально. С прошлым годом очень мало. Как будто бы меньше у людей денег стало, да? Сколько примерно человек в день вы обслуживаете здесь? В будни мало, может 50. Может, бывает еще даже меньше будни. У нас основной поток — это пятница, суббота, воскресенье. Из-за локации мы 30 минут от Сан-Франциско, 30 минут от Сан-Хосе. И у нас меню тоже не то, что прям сильно популярное для вообще американцев. Если люди хотят сюда прийти, они планируют выезд, например, наши на выходные с семьей. Американцы тоже. Если хотят прям что-то специальное, необычное, вот кто ищет что-то новое, они приходят. Большой поток. Ну сколько выходные? Большой поток. Если в будни там человек 40, то в выходные это что-то 150? Да, 100-150. Интересно, средний чек какой у вас? Кстати, разные. Ну, если самса за $8. У нас порции хорошие. Например, если одной порции взяли, может, с налогами 50. На человека? На двоих. На двоих. Ну, на человека 30-35, наверное. Если самса и какой-то горячий. А какая у вас наценка? То есть, обычно в Бишкеке допустим, продуктов на 100 сом закупили, да, но продают там за 250 сом. Здесь, наверное, из-за налогов, из-за высоких зарплат вы раза, не знаю, в 5 должны, наверное, увеличивать. Не можем. Не то, что не можем, потому что даже вот эта цена для людей говорят, что дорого. Такой же там бургер, не знаю, пицца, что-то такое, в принципе, может, на $2 дешевле продают. Но я людям не могу объяснить, что здесь, чтобы элементарно плов делать, человек должен от начала почистить все делать. Да, человек, да. Потому что у меня много денег уходит на рабочих. А сколько у вас здесь, кстати? В будни работает 3-4 человека, а в выходные 7-8, смотря, если у нас банкеты есть, мы больше. И сколько вы платите примерно человеку в день же тут, да, как бы? Нет, у нас все по часам. По часам. Да. Сколько в час вы платите? Скажу, у каждого своя индивидуальная зарплата, но от 20. От $20 в час? А шеф-повар? Он сколько, как оценится? Есть же у вас шеф? Да. Или вы сами готовите? Нет, у нас есть шеф-повар. Просто у меня повара разные, может, посмотрят. Ну ладно, окей, оставим секрет. Конфликт интересов не было. Все, понятно. Наши повара просто обязательно посмотрят. Не хочу никого обидеть. Так какая в итоге здесь получается наценка на продукты? То же самое, 2-3 раза добавляем, но... У вас здесь налог там сумасшедший? Нет, налог с продаж платит клиент. То есть вы мне сказали цифру без налога? Да. Вот это, кстати, мне так не нравится в Америке. Я пришел в магазин, там один ценник, я пикаю, у меня совсем другой ценник. У меня ощущение, что меня обманули.
А они такие, все, да, вот ваш чек. Я говорю, это да. с налогами. Блин, то есть я еще должен там налоги Я этот налог, получается, собираю, и раньше я раз в 3 месяца отчитывалась, как бы собираю, потом в штат плачу. Этот налог как бы ко мне не относится, не с моего кармана, это с кармана клиента. У нас в Бишкеке не так. Там неважно, чей этот налог, чей карман, вот стоимость, она как бы окончательная, а потом уже оттуда вычитываются все налоги. Ну окей, я понял. То есть $25 это без sales tax. А Да. она здесь сколько? У нас уже почти 10, там 9, 75, по-моему, 75, 80. После этого идут ваши расходы, да, в виде аренды, зарплаты, закупа оборудования, счетов за электричество. Потом у вас остается прибыль, верно? Да. Вот с этой прибыли какой у вас налог? Чтобы вы взяли ее и в карман положили, пошли, я не знаю, на дискотеку. Как ваш хороший бухгалтер посчитает? Вот здесь можно по-всякому. По-всякому. Да. Ты можешь... У нас 10% в Кыргызстане. Нет, ты же... они понимают, что у тебя расходы, оборудование, ты на все можешь все списать. Даже ручку, которую ты покупаешь для работы официально, потому что эта ручка нужна. У нас тоже все списывают. Да, все списываешь, и в принципе ты можешь на ноль уйти, ты можешь... как бы есть бизнес, отдельно платит налог. Но у меня в прошлом году сколько? Ну, небольшой налог был, потому что у меня расходов больше было. И потом, после этого, как персональный налог. Отдельно от этого персональный. Бизнес отдельный, ты отдельный. Такое впечатление, что вы платите бизнесом на расходы, которые не связаны с бизнесом, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. А лично нет. Лично я нет. Тебя 10 лет не трогают, ну где-то тебя могут сыпануть. И просто, когда тебя буду спрашивать, ты все чеки должен предоставить. И при желании они транзакцию говорят. Ну, ты, там, не знаю, зубную щетку покупала в ресторан, но это же не связанное. Понимаете? Либо, если я не смогу мою бизнес-встречу предъявить как бизнес-встречу с работой, ну, аргументировать. Это мои персональные расходы. Но смотрите, вы сказали, что в прошлом году у вас было расходов больше. То есть вы прошлый год отработали без прибыли? Вот, Нурсель Кузин. Я же налоги заплатила, там прибыль была. Но я сейчас не могу сказать, я не то, что секрет, а я не помню, сколько, по-моему, плюс 200 тысяч, наверное. Или 150 тысяч там вышло. За год? За год. Ну, чистая прибыль. Вот, допустим, вы заработали $100 000. Вычли все ручки, все, что вы потратили на бизнес, не включали свои личные расходы. Вот со $100 000 прибыли вы сколько должны заплатить государству, чтобы взять это как дивиденды и потратить на зубную щетку? В общем, есть налог штата, налог федеральный. Все вместе. Вместе, да, по-моему, около 8 тысяч. 8%? Да, что-то такое со 100 было. 000 8%. Это же тоже делится. Мой бухгалтер вам это получается меньше, чем в Кыргызстане, что ли? У меня же ОСО, и там у нас чуть-чуть по-другому. Ага. И у меня еще конвертировано на корпорацию, по-моему. Ну, в общем, там другие цены. И мне, как мой бухгалтер сказал, так выгоднее, так лучше. Конечно, 8% с прибыли — это вообще прекрасно. Я знаю, сколько я заплатила, 8 тысяч, но в сумме там 200 тысяч или 150 тысяч, я не помню. Ну, то есть вот это кафе, ресторан, оно приносит вам там, условно... Да, я путаю здесь. Что я захожу в ресторан, да, по нашим меркам, это как бы окей. Наши кафешки лучше, да, в некоторых местах в Бишкеке. Вообще у нас с общепитом в Кыргызстане все хорошо. И получается, эта кафешка где-то за 2024 год вам там в районе 200 тысяч принесла этой прибыли. Верно? Я понял. 200 тысяч в прошлом году не принесла. Меньше, да? Да. 150. Да, 150, наверное. Окей. И вот с такой прибылью вы хотите открыть еще одну кафешку здесь? Или да, не хотите? Да, я хочу. Классно. Где ищете? Сейчас мы прям
вплотную работаем над открытием в Далласе. Ну, смотрим, еще не 100%. Даллас? Да, да. Вы сейчас Сан-Франциско. Я знаю. Но из-за того, что у меня сестра там. Вот сейчас я узнаю, что я с кыргызской разговариваю. А то что-то прям такое все западное, все, вот сейчас курс успокоился. Сестра там просто, чтобы никуда не делся, отлично так. Ну, родственников подтянуть. Все. Дальше даже не спрашиваю, хорошо, ну, пока удачи. над этим работаем, и как получится. Я к чему спросил? Нурсель, вам банк даст кредит на новую точку, зная ваши обороты? Уже легче, да. Легче? Да, вот конечно. Вам почем дадут кредит сейчас на вторую точку? 6-5%, наверное. Ну, можно, наверное, найти еще ниже, если государственный банк на Салфетка есть, я хочу поплакать. 5% годовых? Да. А down payment, первоначальный платеж, ну, условно, новая точка $100 000 требует. Вам сколько Смотрите, банк из них даст? И сколько вы должны сами Мне положить? приходил оффер. Вот что я вот в цифрах очень сильно всегда плаваю. Вот, например, оффер пришел на $100 000 и годовой, ну, вы сами вычтите процент. Вот мне предлагают 100 тысяч долларов, да. А вы взамен должны 14 тысяч. 14 тысяч долларов дать. Но они здесь не в год. 14 тысяч в течение 5 лет или 3 лет? По-моему, у них лимит максимум 3 года или вот окей. так. То есть но вам это дают 100 одноразовый, тысяч, да. но вы платите 14 тысяч долларов разом. И больше знаю, никаких процентов нет. Нет. А во времени тоже лимитированно нет. Ну, мне такой оффер поступил. Прикольно. То есть возврат основного тела кредита отсутствует. Да. Вы платите все проценты за 3 года вперед в размере 14%. И 3 года спокойно крутите 100 тысяч. Да. Прикольно. Там какой-то минимум был, по-моему, им все равно, куда вы вложили, что вложили, да? Да. Ну, разные, я же говорю, разные уже поступают предложения, всегда очень частных банков очень много, которые хотят. А вы вложили сюда деньги, ну, купили квартиру, проходили через это или нет? Нет, пока этим. Я человек, знаете, все в бизнес? Все в бизнес. Я вот только, в принципе, ремонт закончила, наверное, стены я раза 5 перекрасила. Вот буквально Инна сама свидетель, мы с ней работаем год, но за это время я 3 раза уже стены поменяла. Как бы у меня загорелась идея или там что-то надо исправить, я все в бизнес. Нельзя забывать, что 3 детей, там тоже хорошие расходы, и все в бизнес. Как бы всегда идея приходит, там новое оборудование взять, что-то починить, сделать, новый ремонт. И, соответственно, сейчас работаю над тем, что кроме Далласа я как бы больше к сестре отношу, я хочу именно еще в Сан-Франциско открыть. Ну, это как бы более логично. Да, это для меня. Не будем вмешиваться в семейные отношения. Скажите, вот тут прям такой кыргызский колорит. Вот у нас тут юрта при входе, большой такой тундук, да, больше похож на старый кыргызский флаг. Ну, это было... У вас все так быстро меняется. Я не могу так. Это 3 года назад было актуально. Я к чему все это, да? Кто здесь клиент? Кыргызы или американцы? Американцы. Иностранцы. 80/20. 80 иностранцы? 80 иностранцы и 20 вот русскоязычные, наши. То есть кыргызов там еще меньше? Там вообще очень-очень маленький процент. Интересно. Тут их мало или... Да, все живут отдельно. Кто-то говорит дорого, кто-то говорит, ну, по-разному. Угу. Но нету у нас гордости, единства, как бы вот, например, у узбекам даже и там вкусно, невкусно, повара меняются не дешевле, но у них вот это чувство патриотизма. И они чем идут, поддерживают его. Да, я вот был в Чикаго, вот мне показалось, там кыргызы именно такие, они прям
у них как-то свой там по-другому живут. Они вот приехали из Кыргызстана, они попали вот в Кыргызстан, и там живут в зоне комфорта. Здесь вообще по-другому. У тебя коллеги американцы, там, не знаю, из разных стран, и эти люди берут другую культуру, ну, нормально, что у тебя не все кыргызы. Есть очень маленькое количество, которое переехало через Мексику, они вот прям в своем кругу живут, но эти люди больше там покупают. Ну, как я начинала на дому готовить, там подешевле, ближе, там другая категория. Не, я наоборот рад, то, что у вас больше, как сказать, американцев, значит, ваша еда им больше нравится. Я наоборот переживал, что у вас местные только донатят, за счет этого вы выживаете. Если у вас 80% я изначально приоритеты поняла, куда, что, и без ожиданий. А это так же, как, знаете, на родственника или на близких людей обижаться, как бы. Ну, кыргызы мне очень близки, я не ожидаю и не обижаюсь. Придут хорошо, да, не придут, приходят. Ничего страшного. Я не скажу, что вообще не приходят. Приходят, но не сказать, что прям всех своих коллег ведут, потому что казахи приводят своих, говорят, у нас свое есть. У меня есть знакомые казахи, которые меня всегда продвигают. Если слышали, есть Silk Road Hub, который у них всех айтишников собирает, ну, в общем, тусовка для айтишников, для стартаперов ты можешь. Это открыл казах, парень, Осет, если ты меня видишь, спасибо за все. Он всегда, где бы ни был, он всегда меня продвигает, всегда в больших ивентах, на большие ивенты зовет, прям это, да. В качестве кейтеринга? Да, кейтеринга всего. Если им услуга нужна и есть у них бюджет на это, с нами работать, как бы 100% он со мной работает. Классно. В итоге кыргызскую Сан-Франциско поддерживает казах? Казах, узбеки, и узбеки на себе не жалеют. А у нас стереотип, типа, они другие, нет, я вообще их совершенно из другой стороны увидела, тем более я с севера, в принципе, оказывается, я не знала узбеков. Я про них слышала, вот узбеков. Были одни предрассудки, да? Да. И слышала, что типа они такие, нет, они упахиваются, работают, но на себе и на своем желудке не жалеют. Они хорошо берут еще девочкам, хорошие чаевые оставляют. Даже если вот в фудкорте ты не обслуживаешь, но всегда хорошие чаевые. Прям. И если им понравилось, и они вот всегда рекомендуют. И время было, когда после пятничного намаза у меня прям линия стояла. Когда я этот бизнес брала, там никого не было, а к тому пришла, что уже эта очередь стояла. У нас... Ну, чаевые тут капец большие. 20, 23, 25%. Или это я в таком месте был, не знаю. У них прям на чеке написаны варианты этих чаевых. Это как бы нормально, да? Это, не обязательно. Вы можете, но... Но лучше заплатите, да, эти чаевые? Да. Но у нас вот до сих пор эта система работает. Мы не акцентируемся на чаевые. Бывает, что я ребятам, официантам плачу зарплату, и у меня нету, чтоб на чаевые. Бывает, что вообще нету, там, не знаю. Чаевых вообще нет? Да. Даже ну, вообще бывает, в среднем сколько тут оставляют? Сколько положено? Давайте так. Я 20% минимум оставляю. Я лично в другом месте. Но у нас именно кафе не акцентировано на чаевых. Там ребята специально на тебя косо не смотрят из-за того, что вы чаевые оставили, потому что они на зарплате. Все, я понял вас. Слушайте, потому что этот момент тоже мне очень особо не нравится, когда выклянчивают, тебя прям подводят к этому, чтобы ты оставил. Да там не подводят, там прям вот, давай, вот это. Ну, для американцев это нормально, особенно после ковида это стало слишком. Вот в чеки стали писать, либо уже добавлять, как в Кыргызстане. Раньше не было. Раньше это, optional было. В Кыргызстане добавляют за обслуживание, но судя по тому, что мне говорят официанты, они этих денег не видят.
То есть там это что-то как-то распределяется? Там процент, да, ну как бы я же работала, мы, по-моему, 5% себе оставляли, ну как, да, половина официанту, если 10% мы берем, половину официанту, половина нам, хозяевам, но это не для нас, для рабочих, официанты только 5% берут из 10, там нету зарплаты. Нурсель, мне понятно по кафе, по бизнесу. У меня есть один такой вопрос, который лично меня волнует, он чуть-чуть, наверное, не в тему, вот, но мне очень хочется задать, потому что, я так понимаю, вы мать скольких детей? 3. 3. Сколько им лет? 10 сыну, потом дочка 8, и второй дочке 2,5 года. Вот, тогда прям мой вопрос к вам точно должен найти отклик, по крайней мере, услышать честный ответ. Когда я сюда приезжал, мне прям говорили, что Сан-Франциско — это прям столица ЛГБТ, вот, что все нетрадиционные город товарищи брата, здесь. Да? Вот, честно скажу, я вот тут сколько... меньше 24 часов. Мы погуляли по улице где-то, наверное, часа 2. Я прям не заметил, что это какая-то столица ЛГБТ. Но как вы относитесь вот к этой ситуации? Как она действительно проявляется? И не боитесь ли вы, что, я не знаю, там в школах или в каких-то учреждениях вашему ребенку привьют вот эту идею, там, не знаю, поменять пол? У нас такие страшилки ходят, это просто. Расскажите мне вот на эту тему чуть-чуть побольше. Я считаю, что каждый человек, если меня не трогают, каждый человек может делать что хочет. С собой, своим телом, с кем спать — это их дело за закрытыми дверьми. И... Тут я с вами согласен. Вот, про детей-то там... Про детей, опять же, это от меня, как родителя, зависит, что я детям буду... какую информацию и какое воспитание давать. Мне кажется, любое воспитание, любое становление человека — это говорит, какое отношение в семье, что ты им даешь. А то, что если общество или какая-то информация попадает для ребенка, там есть просто провал. Ты как родитель не восполняешь, либо не общаешься, может, из-за страхов и предрассудков не разговариваешь. Если бояться, можно всего бояться. Что тебе кто-то может сделать, если у тебя хорошие отношения с детьми, если ты обо всем разговариваешь? Например, я... не знаю, года, может, сыну 6 или 7 лет было, мы про интимную жизнь, как он начал уже что-то, они же проходят, может, где-то слышал, и он начал говорить, а как это? Я говорю, нормально, что девушки будут нравиться, что мужчина и женщина, не в таком развратном, не в развратной риторике, но как бы постепенно говорить, что как бы не дети появляются с воздуха. Да, потому что много случаев с 8 лет бывает, что дети игрались, и кто-то забеременел. И тем более сейчас у детей органы раньше развиваются. Я не хочу, чтобы ребенок не знал, потому что не говорили. По мне, надо быть с детьми честными и открытыми. Лучше постепенно с тобой разговаривают о чем-то. Вот у меня случай был в прошлом году, по-моему. Ребенок спрашивает, кто такие геи? Что это такое? Сколько лет как было подробно? Ребенку? 8-9, наверное. Даже раньше. Я говорю, да, бывает, что люди одного пола, это их дело, что женятся, не женятся, отношения, но это их дело. А как нас Бог создал, мужчину и женщину. Это так Бог создал. И только между мужчиной и женщиной могут появляться дети.
Если бы у меня реакция, ой, а кто тебе сказал, они вот такие, ну, реакция неадекватная была бы, ребенок, возможно, начнет интересоваться, ну, там, смотреть, не знаю. А когда у родителя на все интересующие вопросы есть адекватная реакция, нету страха, нету табуированности, ой, об этом не говорим, вообще это прям плохо-плохо. Но мы же знаем, мы же сами были детьми, да? Ой, тебе там будет плохо, ударишься, ты же обязательно туда идешь. Это же как бы детская психология, а это же интерес, наоборот, пробуждает. И у меня воспитание лежит не только к таким темам, а вообще изначально, когда ребенок, я говорю, горячее, не слушается. Ну, ребенку там 9 месяцев, да, год. И когда он начинает интересоваться, все вот это брать, я говорю, горячее, не слушается. Я так делаю, ну, и он как бы на деле узнает, что это горячее. В общем, даете ему дотронуться до этого. И что-то, ну, чтобы безопасно было, я смотрю, я говорю, вот это не делай, упадешь там, не знаю. Делаю, чтобы он на самом деле увидел. А то, что я кричу, нельзя там руку поранишь или колено разбьешь, ну, все равно разбьет. Все правильно говорите. Но мой вопрос, может быть, я неправильно задал. Нет ли такого, что в учебных заведениях, грубо говоря, чуть ли не склоняют к тому, чтобы ребенку там сменить пол, да, потому что он вот из последних страшилок, подождите, я вам сейчас расскажу, какой-то из детей Илона Маска, проживая вот в Калифорнии, Сан-Франциско, наверное, не знаю, поменял пол. И якобы Илон Маск очень расстроился на эту тему и взял, перевел всю свою там группу компаний в Техас, кажется. Вот. И главная компания теперь находится в Техасе. Ну, я от вас услышала прям вот про Илона Маска из-за того, что там из его многочисленных детей. У него же не один, не двое детей, там, ну, мы даже не знаем, 8, сколько их детей. То, что такую версию от вас услышала. То, что я слышала, он со штатом, с Калифорнией, ему не нравятся вот налоги, сколько берут, вообще как к бизнесу относится правительство штата. И то, что они не делают, чтобы бизнес развивался, а наоборот, там, для бедных берут, не поощряют бизнес, а они больше поощряют бедность. Как бы ты здесь быть бедным, в принципе, лучше, чем зарабатывать, да. И моя версия, то, что он именно ушел из-за того, что налоги, там, бизнес ему не нравится здесь вести, у него какие-то были ультиматумы, но никто не... особенно в ковиде, и никто не услышал его, никто не захотел как бы для бизнеса это все делать, и он просто ушел тогда. Я вот всю миллионную компанию, которая вам приносила деньги, я забираю. Но эта версия, что Илон Маск нет. Нет, ну, потому что якобы вот там чуть ли не ребенок в школе что-то там пообщался, родителю ничего не сказали, школа сама организовала вот эту вот операцию, и вот он узнал об этом уже постфактум. Это же не малолетний ребенок, уже возраст достигший, что может операцию решать, там уже законы есть. Это не из маленьких детей его. Понятно. И я считаю, что это не причина. И если бы вообще думать об этом, не знаю, с ума сойти. Например, лично из моего опыта могу сказать, дети в 2 школах учились. Вот мне как раз это интересно. В 2 школах я вот от своих детей ничего не слышала. И в программе ничего такого, чтобы они брошюрки несли или что-то и каждый день интересовались. Он где-то услышал, он спросил, и все, мама объяснила, на этом доступно. Все закончилось и нормально. У них есть адекватные представления мужчины и женщины. И все. Ну, мы к этому не возвращались, и у меня страха нет, что типа ребенок может как-то поменять пол или что-то. Я считаю, что надо с детьми быть искренними, открытыми, обо всем разговаривать. Вот это наша кыргызская уят,
ну, ни к чему хорошему не приведет. Все равно сейчас дети другие. Ну, я, может, на нас работал, да, еще сколько мы, ты думаешь, блин, тогда бы, если, ну, мама, либо, не знаю, постарше люди тебе о чем-то бы говорили, может быть, бы ты не набрался бы своих шишек, да, ну, обо всем. А то, что неудобно, они не разговаривают. Мы не умеем относиться к этому, что это нас так, с такой физиологией, с разной Бог создал. Мальчик и девочка, и то, что во время близости происходит, ну, без этого не может быть. Когда мы сближаемся с мужчиной и женщиной, и вот тогда физиологически у нас появляются дети. А у нас что? У нас как будто с воздуха. Вот прям вот, да, вот мы поженились, и все у нас этот ребенок появился. Ну зачем? Надо же больше информировать детей. Они будут уже думать, прежде чем что-то к чему-то идти. Обо всем, ну как бы это обо всем. И если вы меня спрашиваете, у меня нету страха. Я вот это уже понял, что вы вообще на эту тему не переживаете. Страха нету. Я с американцами нетрадиционной ориентации общаюсь. У меня друзья были. И нормально, они, ну, нормальные люди. В смысле, как бы, чего их бояться? Ну, как бы такой же человек. Их мы не боимся. Да, ну вот из-за того, что типа меня бывает, что критикуют, говорят, ой, типа ты наберешься. Ну, в смысле наберешься? Кто меня может, если изначально у меня есть свое мнение, свои взгляды на жизнь, кто меня может насильно куда-то привести? А если у тебя есть какая-то лазейка в чем-то, никто не виноват. Это также, например, я там полная, либо я играю, либо я что-то делаю, ну, потому что это плохая компания. Ну, наша мама всегда скажет, ты, Джаман, в плохую компанию попал, и из-за этого спился, там, играет. Нет, если у тебя изначально нету таких данных куда-то попасть, ну, в смысле... От человека зависит. Да, от человека зависит. Ну, я же говорю, с разными людьми, и курящими, и не курящими, и там разный контингент людей, с кем я общаюсь. Но это же не говорит, что если человек что-то делает, я делаю. Я могу присутствовать, я уважаю, потому что я уважаю выбор другого человека. Я никто ему говорит, ой, не пей, там, не делай это. Ну, хочет, делает. Ну, главное, меня не трогают, здесь меня не напрягают, мне не агитируют. Мы с вами дружим. Вот когда ваша граница переходит мои границы, и вы агитируете что-то, и вот говорите, ну, извините, если моя точка зрения в этом другая, я с вами нет, потому что это мой выбор, как быть, что делать. Также в религии. Сейчас мы уйдем вообще в интересную тему, Нурсель, подождите. Да, сказал про бизнес. Но просто меня этот вопрос очень волновал, да? Не то чтобы я прям хочу приехать сюда и воспитывать здесь своих детей, но мне все время было интересно, как же наши люди, да, переезжая сюда, рожают детей, растят их и не беспокоятся, потому что у нас другие ценности, да, там, семейственность и все такое. Но послушав вас, я вашу точку зрения понял. Но я скажу, что мы все скрываем. Вот вы говорите, у нас другие ценности. Так. Но это я бы не согласна, потому что что их нету там, везде есть. Сейчас вот смотрю, у вас кого больше. У вас сейчас? Про ЛГБТ у вас наоборот у вас больше. Это в Кыргызстане. У вас в Кыргызстане, у нас это в Америке. Я уже здесь хорошо прописана. Так, окей. Я бы не сказала, что у вас как бы относительно Америки другая ситуация. У вас тоже есть. У вас наоборот из-за того, что скрытно, то, что люди не могут говорить, даже больше попадают в такие ловушки. Например, человека, парня, скажем, изнасиловали, он не может. У меня был друг,
который рассказывал, что к нему, по отношению к нему было сексуальное домогательство, изнасилование. Правоохранительные органы смеются, наоборот, его еще и человеку и так плохо, его обсирают, и все. И сколько людей так вешаются или теряют себя, из-за того, что не принято говорить. А здесь вот просто из-за того, что уважают каждого человека не по ориентации, не по вероисповеданию, а просто если к тебе кто-то что-то делал, физическое, например, даже ударил, к нему есть отношение полиции. Вот у нас раковина грязной посудой наполнена, да, мы взяли салфеткой, не знаю, да, но ты же знаешь, что там да, и оно еще будет гнить. То есть вы считаете, что, как правильно-то это выразиться, что ситуация, она есть и там, но о ней замалчивается, да. И как бы... И самое то, что ужасно, то, что замалчивается, оно больше есть... Проблем, связанных с этим. Да. От того, что ты что-то не говоришь про свою болезнь, да, ты думаешь, пройдет, а там же до летального исхода может прийти. То, что неловко, прикрываясь, то, что неловко, мы создаем для многих плохих людей, преступников, хорошую лазейку во всем. А если бы любого человека уважали бы, без разницы, девушка пришла. Даже что я говорю о том, что ЛГБТ, да, сообщество, возьмите про девушек. Там тебе что-то делают, надругательство. Никто тебя не будет спасать. Ты не можешь заявление написать, но никогда никого не притащат. И сейчас лучше с этим стало. У нас очень много общества меняется сейчас. Может, Бишкеке. В целом по Бишкек Кыргызстану. Это не Кыргызстан. Вот так вот, да? Тут сложно парировать. Я живу в Бишкеке, но тем не менее в средствах массовой информации наше общество тоже стало меняться, и открыто это осуждают, и органы правоохранительные не остаются в стороне, чувствуют это общественное давление. И благодаря интернету. Нехорошие люди несут наказание. Возможно, раньше было хуже, но сейчас становится лучше. По крайней мере, я чувствую. Вот ваши подписчики, зрители могут говорить, как хотят, не знаю, за ЛГБТ, не ЛГБТ. Самое главное, что я хочу этим донести, что любой человек, нас же Бог создал человеком, и каждого надо уважать. 100%. Я про это. Не про то, что они должны быть, и права женщин. Я вообще не феминистка. Может, кажется такой. Нет. Я очень люблю мужчин. Иерархию, это все очень близко. Но во всем должен быть баланс. Во всем баланс. И в какую-то сторону ходить совершенно полностью и оставлять одну сторону, это, мне кажется, очень плохо для общества, для нас. Нужно просто к людям относиться в первую очередь, что он человек, он ячейка общества, а потом кто он, что он, если тебе не нравится его поведение, его вероисповедание, его какие-то сексуальные предпочтения, там 6-7 миллионов, зачем на одном, на двух зацикливаться? Ищи дальше, а не я полностью согласен с этим. Хочу пожелать вам удачи. Спасибо. Надеюсь, что вы откроете не одну и не две точку. Да, надеюсь, мы встретимся. Что-то передача получилась не совсем про бизнес. Просто меня этот вопрос волновал, я решил задать. Да, тем более вы здесь, в Сан-Франциско. У меня просто 3 детей тоже. Старшему 14, близнецам 10, скоро 11 будет. И я все думаю, как они вообще, родители, на это смотрят, когда в их школах, их детей так. Но, судя по всему, это как-то происходит не таким образом, как нам говорят. Кто что хочет видеть, тот и видит. Понимаете? Я понял вас. Спасибо. И в этом нету никакого страха для меня.
Удачи вам. Спасибо. Рад был знакомству. Мне тоже очень приятно.